Вот, вот. А так, по большому счету, он не ошибся. То есть этот ДНК подтвердил гипотезу Кирилла Туманишвили, одного из крупнейших на Западе специалистов по родам. Так что Не, Денис, я абсолютно с тобой согласен. Вот эта гаплогруппа, она интересная наука, но как каменелость в истории ее рассматривать не стоит. И отдельного народа. слушай, нет. Мы видим Нет, историю Турции, там и греческая кровь, и славянская кровь, и наши кавказские крови. Но они считают себя все турками, и нация сформировалась, и мы как-то конечно. спорить с этим не можем. Конечно. Ведь, знаешь, знаешь, если мы начнем вот такими категориями рассуждать, знаешь, мы впадем в какой-то неадекватный фашизм. Да, да, я согласен. Не, Это, ну, это неадекватность полная. я Это абсолютно... просто, знаешь, когда ты это пытаешься перевернуть, представляешь, что там, я не знаю, там, пошли Каша какие-то будет, охотники. каша. Ну, конечно, каша будет. Ну, слушай, вообще в цивилизованном обществе это не тема для споров. Вот. Это почему-то Денис, мы на Кавказе любим, как бы, знаешь. Денис, ты сейчас сказал, если грузину скажешь, что он не грузин, если в нем есть армянская кровь. Ну, мы за что смеялись, ты же понял, когда нам говорят, что мы абхазы, не абхазы, а апсо, там, и вот это все остальное, это как бы техничная наша ответка была, так, посмеяться, похихикать. Но у нас получилось, тем более на основании фактов. А так, что ты говоришь, все остальное я согласен. Вы это Во где всем обсуждали? согласен. Здесь в ТикТоке, что ли? А? Да, да, мы у Вы Алисы это- спрашивали ихнюю гаплогруппы современных носителей этой фамилии. Все, она четко нам, вот как ты там написано, четко вот это все рассказала. Указала Сибирь, Алтай, даже индейский, у индейцев есть кровь, Америки. гаплогруппа есть. Америка, да. Да, 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 у индейцев в совершенно. Америке, да. Ну, Ну я там, читал, ты знаешь, вот очень плохо, я считаю, что как бы надо это переводить. Есть исследования, ну, понимаешь, Алиса, и это все понятное дело, да, но да, да, мне это интересно сами материалы. да. И, к большому сожалению, сегодня в Европе есть много материалов на эту тему изученных, официально публикуется в серьезных научных журналах. Это не какие-то там Да, наши... я помню, у тебя в YouTube-канале была еще версия, что в византийском, в Оксфордском университете был византийский словарь издан, где указывалось на Да. армянские корни Багратионе. Или То есть Багратуне, не миграция, знаю. то есть, да, изначально, то есть они были армянами, потом, мол, младшие ветви просто стали абхазо-грузинами. Что-то вот в этом роде. Да, да, понял. Поэтому, знаешь, как бы, ну, лично для меня, да, Сибирь меня немножко удивил, конечно. Вот. Ну, а по поводу перевода. Он многих Э, удивил, поверь мне. Да, по поводу перевода, я считаю, что, слава богу, материалы доступны. На эту тему, вообще, по поводу кавказцев, есть интересные материалы, изданные на английском языке. Их там несколько статей очень серьезных. Это они публикованы в очень серьезных научных журналах за рубежом. И надо бы сделать перевод. Я вот поэтому сейчас у меня Хочек сам Губзира Чейдзе, Манахраха Хочек Губзира Челыта, это Губзира Челыта. Табу. И вот я думаю, что немножко соберусь с финансами. Я думаю, статьи они небольшие, на самом деле, так, если подумать. Можно было бы сделать переводы и опубликовать. Просто в интернете публиковать. У меня в Телеграме я же отдельно по статье публикую какие-то вещи более длинные. Я думаю, можно было бы опубликовать просто для общего понимания. Почему бы и нет. Я вообще считаю, что такие вещи надо делать. Если какие-то серьезные научные работы вышли по Кавказу, их вообще надо переводить. Это же о нас говорится, о нашей традиции, о нашей истории же говорится, правда, о нашем ДНК. И такие вещи надо переводить, конечно, к сожалению, мы над этим не работаем, к большому сожалению. Вот. Или вот ты знаешь даже, значит, вот знаешь, да, эту историю, Горкляне, то, что надпись нашли, предположительно надпись нашли там, Которые, где изображены, ну, буквы как их якобы. называют? Да, да, да. Буквы по бокам изображены два архангела христианских, если я не Да, ошибаюсь. Но они утверждают, что это до нашей, до нашей эры из да, письменности у них было. да, я тебе скажу, это правда, кстати. Я тебе сейчас больше дальше, даже больше скажу. Кто там проводит раскопки, кто обнаружил эти надписи, у него 2 статьи на эту тему на английском языке, чтобы ты знал. Ну там 4-6 век указывается, нашей эры. Еще древнее. Так главный, я насколько помню, главный специалист указывал 4-6 век,
И там по бокам изображены два этих, как я опять забыл это Да. слово, Гавриил, Они- ангел Гавриил они- и еще Гавриил или кто, подожди. Я, Два я не ангела знаю. христианских. Ты, наверное, это в Википедии читал? Нет, я где-то читал, нет, не, в Википедии нет. Я читал статьи, я видел на английском языке два материала, которые сам... Нет, они еще древнее. И там большой разрыв между грузинским алфавитом, первым грузинским алфавитом и вон теми якобы надписями. Хотя там надпись... Денис, там перебью вопрос- тебя. Это там, где там вот гипотеза там много. еще одна находка была. Я сейчас не хочу путать. Это там, где древний арамейский смешан с каким-то переделан под протогрузинские письменность. Вот что-то такое. Вот ты этот имеешь в виду? Камень. Гаркаляне там, они строили дорогу, обнаружили у древнего алтаря, ну это копище было, святилище, по-видимому, и там они обнаружили якобы надпись, так, это гипотеза на самом деле, которую еще надо доказать, если честно сказать. Ты знаешь, это когда ты А почему ты читаешь... я вспомнил сейчас? Значит, нет, я вообще о чем и говорю, мы когда говорим об истории просто, понимаешь, когда мы говорим о каких-то вещах, всегда надо быть очень аккуратным. Вот. Предположение, ты знаешь, я в интернете много чего читал, тут грузин тоже много чего говорят, но я вообще к чему это? К тому, что с историей надо быть аккуратнее. Вот. Нет, это А то понятно. знаешь, могут быть очень серьезные неожиданности, я тебе хочу сказать. Это понятно. А вот насчет неожиданности, что Чирикба говорил, вот передаче было про хатов последняя, Маманана Кокоскир, ты тоже у себя выложил, Да, я что кусок. какой-то немецкий или австрийский ученый, я не помню, нашел какие-то письменности, и он причисляет их к адыгам, и к адыгским народам эта письменность может быть. Ты что-нибудь слышал за это? Ты, наверное, имеешь в виду Бекджиха Грозного, чешского ученого. Он впервые Чешский? расшифровал. Нет, Это вот сейчас новое что-то, новое. Там же в этом интервью Чирикба говорит об этом в конце. Нет, слушай, то, что хатта связывают с абхазадыгами, это давно известный факт. Единственное, что... Не, я за новую информацию говорю. Я понял. По поводу хаттов, не хеттов, хаттов. То, Денис, что... Денис, Йоханнес, То, что их связывают с абхазадыгами, это давно не секрет. Какой бы там ни нашли бы новую надпись, то, что структура самого языка, оно близко к абхазадыгским языкам, это как бы, известный факт давно. Вот. А другое дело, что, знаешь, я тут хочу маленькое вот сделать пояснение. Очень часто почему-то есть такое заблуждение, такое мнение и у абхазов, и у адыгов, что якобы абхазы это потомки хаттов. Вот это неправда. Родственный народ, да. Просто раньше было такое мнение, что абхазы-адыги произошли от хаттов. Но там проблема в чем? Дело в том, что хатты параллельно упоминаются с возможными, предполагаемыми Объясняй, Да. То есть, понимаешь, что получается? Не могли же предки жить параллельно с потомками. Там не получается. Не коррелируется по дате. Вот и все. Поэтому хатты возможные родственники или дальние родственники абхазов и адыгов. Так будет более правильно говорить. Да, я согласен, я тоже читал много на эту тему. Рональд Дарк, добрый вечер. Денис, вот у нас были споры с грузином одним насчет самарзаганцев. Мы ему предоставили, он спорил, в конце мы ему предоставили Мачеваряне в 1913 году, когда в Гальском районе побывал, и он описал, кто там жил, в каких деревнях, кем они себя считали. Вот на эту тему там еще был грузинский один исследователь, я не помню его фамилию, он даже рядом с Жванским водохранилищем, уже на стороне современном Мигреле указывал абхазские села в том числе. Слушайте, тоже вот за него вспомнишь, если я вот плохо помню это вот. Слушайте, вы просто можете его отослать к моей статье. Нет, Денис, когда ты там в эфире... Сами источники указаны просто. Да, когда ты в эфире, ты говоришь, посмотри, он не будет, ты же сам знаешь. Ты должен это в эфире, в онлайн-режиме это все рассказывать. Вот тут многие грузины сейчас сидят, и мы просьба большая, если ты сможешь уточнить по самурзаганцам вопрос. А грузины называют, что это мигрельцы были там. Значит, что касается
Там же поводу- упоминается, Денис, перебиваю, упоминается в 1880 каком году, я не помню, в 86 году перепись, посемейная перепись. Симурзаханцы как отдельный этнос упоминается, но такого этноса никто не знает. Да кто они Я были, эти тебе- симурзаханцы? Послушай, саморазанцы – это абхазы. Но, есть одно но. В свое время часть мингрелов тихо-тихо переселялись на территорию современного, ну, Мырзакана, исторического Мырзакана, будем так говорить. И поэтому ясно дело, что часть мигрелов, какую-то часть тут к нам переселились. Их стали автоматом тоже называть самурзаканцами. Но подавляющее большинство жителей Самарзакана были этническими абхазами. Поэтому, когда была перепись в Российской империи в 1890, господи, дай бог мне памяти... 1886, 87, Нет, в 1897, если не ошибаюсь. 97? Когда была первая перепись в Российской империи. Первая, да. Да, мырзаанцы своим родным языком указали абхазский. Что вы знали. Ну вот, факты. А я как грузин тебе апеллирую, а факты? Я тебе скажу, значит, в переписи Российской империи, Кутаисской губернии, там же несколько томов переписи. Открываешь эту перепись, там написано абхазы и мырзаканцы. Денис, Но дело в том, что там еще там были дополнительные списки. Вот по этим спискам дополнительным абхазов 58 тысяч. То есть абхазов 28 с хвостиком, остальные тоже мырзаанцы. угу. Там, посмотри, там как была перепись. То есть указали вот по национальности абхазы и указали мырзаканцы. Но гадаем там есть еще доп. Списки. Почему-то, вот ты знаешь, в чем фальсификация грузинской стороны? Они показывают саму перепись, где указаны мырзаанцы, значит, абхазцы, и мингрельцы еще указаны отдельно. Да, до 25-го года. Если интересно, мырзаанцы это мингрелы, почему они не указаны как мингрельцы? Денис, я тебя перебью на Вопрос. минутку. А мне Роза Дештых, она более грамотная, чем я, и у нее наверняка вопрос есть. Роза Браденуб у тебя в этих, в комментариях. Роза Гадаханубо? Ой, я точно забыл, как пользоваться ТикТоком. Где она? Вот. Подожди. Господи. Роза Гаденуб. Вот. Господи, как это сделать? О, Вот, пришло. так, слушаем. Я как грузин говорю Добрый тебе. вечер. Я рада Добрый вас вечер, Роза. видеть. Просто вы не представляете, как мы по вам скучали. Роза, Я здравствуйте, здравствуйте, Роза. Здравствуйте. Мы тут воюем вовсю. У меня, знаете, какой вопрос? Без Денис, меня, да. без вас мы никак. Ну, здрасте. Сейчас мы, конечно, не вы, хоть и пытаемся хоть что-то. Вопрос такой. Вот насчет церкви Илорской. Тут один появился какой-то интересный человечек и утверждает, что строили ее Ливан. Я ему говорю, нет. Насколько я помню, Денис, хотя я могу ошибаться, это вы-то знаете, он достраивал ее, да? Или я ошибаюсь? Да, давайте я отвечу на предыдущий вопрос по поводу Давай. лорту, сейчас вам скажу буквально Давай. коротко. Значит, Давай. собственно, вот по поводу переписи. Дело в том, что грузины показывают только вот там, где перепись сама указана, вот абхазцев там 28 чем-то тысяч, там мырзаанцев отдельно еще указывают, но есть доп. Списки к этой переписи, грузины его не показывают. В этом доп. Списке указано, сколько людей свой родной язык назвали абхазским. Так вот, абхазским языком назвали 58 тысяч человек. То есть это абхазцы сами и плюс мырзаанцы. Это факт исторический. Денис, вопрос. с этим Это нельзя спорить. дополнительные списки именно по мурзаканцам или по всей Абхазии? Да, по переписи, по всем народам там есть, я потом как-нибудь выставлю у себя в Телеграме отдельно, я сделаю, выставлю. Да, это очень важно, для нас важно, вот кто Да, вот тут, да. Да, ладно, хорошо, давайте я буквально, я когда свободен, завтра свободен. Давайте я завтра сяду, я вам обещаю себя в Телеграме, ближе к вечеру, наверное, я выложу, я даже скриншоты сделал, не скриншот, я скан с этих документов, я вам покажу, на самом деле, какое количество там мырзаанцы свой родной язык указали абхазским, а не мингрельский.
Это будет это не просто... напечатано, Денис, вот вопрос, а именно этот документ есть у вас, скриншот именно этого документа старого? А слушай, перепись населения по Кутузовской губернии был издан в 1905 году. Ага, Нет, документ есть. ага, Так что завтра выложу. все. Теперь, что касается по поводу Илорского храма. Ага. Роза, смотрите, Илорский храм не мог быть построен Ливаном Дадьяни по такой простой причине, потому что храм был построен в X веке. Мгм. Это раз. Во-вторых, храм не дошел до нас в первозданном виде, что вы знали. Сам храм, вот то, что вы сейчас видите, вот этот купольный, зал, вы же Да. бывали там в Илорском соборе Да, храме? конечно, конечно. Вот когда вы заходите в сам храм, вот это что вот сам зал храма 53-го года постройки в советское время. Что вы Вау. знали. Да. А Как- вот какого древним года еще? является 53-го. 1950, то ли 53, то ли 58. Сейчас, в общем, это было построено в 50-х годах. То ли 53, то ли 58. Там я даже больше скажу, там есть даже надпись об этом. Я объясню почему. Хоть его грузины построили. Значит, смотрите, почему была эта постройка сделана, вот этот зал. Дело в том, что сам храм очень-очень маленький. Вот Да. древней частью является вот там, где царские врата, где иконостас. Вот это Поняла. древняя часть. А вот то, что в зал полностью, это вот он вообще не древний, он его буквально построили в советское время. Кстати, я вам даже больше скажу. Вот у меня же книга тут под рукой. Сейчас я вам покажу, как этот храм выглядел в 19 веке. У меня же тут фотографии из 19 века. Вот сейчас я вспомнил. Я вам покажу. Это храм не дошел до нас в первозданном виде, никакой Ливан Дадьян его не строил. Вообще полная глупость. На самом деле, ни в одном источнике такой информации нет. Я вообще не знаю, откуда... Вы знаете, вообще грузины в последнее время... Харфет, Денис, Харфет. В последнее время грузины любят фантазировать очень много на эту тему. Сейчас я вам Все открою. ходы записаны, так что ничего они не сделают. Денис, покажи им фотографию. Сейчас, минуточку, подождите. А ну-ка, быстро. Вот, ребят, смотрите. Вот так выглядел храм в 19 веке. Сейчас я вам показать. Видите, вот он, вот так он выглядел. Да, вижу. Вот. Видите, вот здесь находится сейчас зал отдельно, вот такой большой зал здесь построен, вот в этом месте. Зала нет этого, видите, это 19 век. Вот. То есть это, поэтому это... А вот, кстати, а вот другая фотография, кстати, она была сделана в 1960-х годах. Ну, это, правда, вот его задняя часть, здесь не видно уже пристройку. Вот пристройка здесь уже находится, вот она пристройка. То есть оно было, получается, вот так, вот, без пристройки. А потом здесь сделали пристройку. Это уже фотография 60-х годов, кстати. Поэтому это все неправда, конечно, нет. Какой Ливан Дадьян к этому имеет отношение к постройке храма. Другое дело, что наши храмы разрушались. Я вам честно скажу, что многие храмы, на самом деле, они не в первозданном виде до нас дошли. Нет, это понятно. Но Даже, они чтобы вы знали... на том месте, где изначально, вот Илырных, это ж там было. На месте древнеабхазского святилища построили древний храм. Изначально Вот там было святилище. Вообще, вы знаете, да, грузины начинают по поводу Илыр что-то говорить. Послушайте, многие храмы Абхазии построены на месте древнеабхазского святилища. Послушайте, вы знаете, да, грузины, некоторые грузины, подчеркиваю, говорят всякие глупости о том, что абхазы куда переселились, а абхазские святилища откуда взялись на территории Абхазии, интересно? Это же древнее святилище. Другая теория. Мы не Я вам даже больше скажу. Древнеабхазские святилища зафиксированы на Прокопе Кисарийским. Вы знаете, просто же люди же не читают книги. Ну, это уже... Ой, Денис, еще что хотела спросить. Какая радость, что я вас увидела. Вы говорили, что один из наших князей, который последний, предпоследний, по-моему, умер, у него надпись на греческом языке. Кто умер? Ну, вот один из наших чачповцев. 19 вы имеете в виду этого, господи, Георгий Чачба? В Лухну, который похоронен. Там на надгробии на греческом языке. Это правда. У меня даже есть фотография, кстати. Ну, сейчас мне долго искать. У меня тут много папок. Ты моя рыбочка. Вот у меня такой вопрос. Если официальный язык у нас на территории Абхазии был грузинский, почему на надгробной плите написано на греческом? Значит, смотрите, в эпоху Абхазского царства в более позднее время
Да. На территории Абхазии письменным языком и языком богослужения служили два языка: греческий изначально, Да. позже наряду, я подчеркиваю, наряду с греческим Мгм. был грузинский, наряду. Вы знаете, есть такое мнение, ну это даже писали некоторые даже историки, о том, что когда Баграт Багратит стал во главе абхазского государства, якобы грузинский язык был, греческий язык был заменен, ну, в богослужении, в письменности, был заменен грузинским. Это неправда. Да. Греческий сохранялся параллельно, шел грузинский язык. Да. Я вам так скажу, в горной части Абхазии использовался не греческий, не грузинский, а староосманский алфавит. Ага. Ясно. Ух ты. Я вам скажу, например, в селе Латта, Да. в надгробиях династии Амарщан, правителей Амарщан, у них на староосманском языке сохранилось письмо правителей, Амарщан. Письмо сохранилось, оно было написано на староосманском языке. У меня даже где-то есть копия, если честно, сейчас у меня тут кучу книг, сейчас не вспомню, где-то у меня вообще, я потом, если хотите, я могу потом себя в Телеграме выложить этот документ. Выложите, все выкладывайте. Все выкладывайте. А еще Вы знаете, просто, вы знаете, у меня просто в Телеграме, в силу того, что я работаю, и, кстати, моя аспирантская работа находилась в редакции, мне эту работу вернули, сейчас я его там кое-что поправляю, так что, даст Бог, защитимся, надеюсь. Ой, какая прелесть. Дай бог. Поэтому я немножко, поэтому я не часто выхожу сюда в эфир, но в Телеграме, да, есть время там что-то закинуть, тут еще и плюс работа, поэтому я не часто выхожу в эфир, в ТикТок, потому что мы, к сожалению, вы знаете как, не хочется тратить свое время на не очень умных людей. Я имею в виду ту сторону. К сожалению, нам такие только и попадаются. Хотелось бы с умным, с грамотным, но нету, где мы их возьмем. Такое количество, это просто как тараканы. Да, я не знаю, что с ними делать. Я извиняюсь, никого не хочу оскорблять, но знаете, что Да, я давайте у меня в эфире не будем называть тараканами, это некрасиво. Да, это не так. Это вы знаете, я вам даже больше скажу. У меня был случай, да, мне написал человек в личку с просьбой устроить эфир с одним грузином. Вот. Я отказался, знаете почему? С нормальным человеком всегда, конечно, можно поговорить. Но вы знаете, Розе, я вам так скажу, тратить свое время на не очень адекватных людей, которые явно не дружат с головой и явно у них какие-то комплексы, честно вам скажу, не имею никакого желания. Это, во-первых, у меня на это уходит время, я это время лучше потрачу на чтение книги или что-то интересное. А с адекватными людьми я всегда готов поговорить, и с той стороны в том числе. Но извините, но мне человек попадается, который абсолютно не разбирается в истории, и он мне историку начинает доказывать, что черное это белое, а белое это черное. Ну, извините, но я с такими людьми не имею желания общаться. Не потому, что мне нечего сказать, а просто потому, что, во-первых, человек пришел не что-то узнать, а пришел с явной провокацией, пришел тебе доказывать, что белое это черное, но при этом человек ни один раз в свою жизнь не читал книгу по истории Абхазии. Это вы знаете как, я вам такую историю расскажу, которая имела место быть с одним здесь известным тикток-блогером, не буду называть его имя. Это просто, чтобы вы понимали уровень многих людей. Человек сидит в эфире с умным лицом, доказывал своим зрителям, что якобы на Красной Поляне жили шапсуги. И когда я спросил, а какую книгу вы читали, где об этом написано, человек не смог ответить. Я ему перечислял литературу, и это читал, нет, это читал, нет, это читал. Чтобы вы понимали, с какими людьми мы имеем дело. Но послушайте, какие шапсуги и какая Красная Поляна. Понимаете, это две разные совершенно территории. И понимаете, этот человек сидит, доказывает, что это именно так. Но послушайте, как вы думаете, вы знаете, тут даже комментировать, я даже не знаю, кто комментирует, то ли посмеяться над глупостью человека. Где шапсуги, где Красная Поляна, шапсуги вообще живут в Лазаревском районе города Сочи, понимаете, в долине реки Шахе. Поэтому это и он еще говорил, что ни одного шапсуги не осталось на Кавказе. Ну, мои хорошие, видимо, человек никогда не слышал, что есть такие села, как Большой и Малый Кичмай, где живут шапсуги. Там, кстати, произрастает самый северный чай на планете, и там, кстати, не принимают туристов, там террасами располагаются очень красивые чайные плантации. Кстати, чай очень достойный. Что вы знаете, у меня вот здесь вот дома есть чай, значит, из шапсуги. Поэтому, чтобы вы понимали, какой уровень многих людей, и как вы думаете,
буду сидеть, да, вот с ним спорить. Ну, Нет, ну степень силы. это мы будем сидеть. Вам нет. Это наш уровень. Да. А, Денис, еще один Ну вот, вопрос. Это мы Я поэтому создал телеграм-канал Дамхурц, пускай заходит и читает. Ага. Кто хочет. А еще, Денис, знаете, что я увидела? Я была на Михайловке, там вот, если знаете, где кладбище, такая, как церквушка маленькая такая есть. Она была еще... Преображение Господня. Да, да, вот. И я там увидела латинскими буквами, ну, греческими буквами, значит, латиницей, на абхазские слова написаны в одном месте. Я так удивилась, но постеснялась сфотографировать. Какая? Надо мне подняться и сделать фотографию. Это они я, потому что у меня есть письма 41-го года моего, ну, выходит, деда. Он писал письмо матери латинскими буквами на абхазском языке. Два письма целых. Ну, это же изначально же абхазский алфавит ну, был на кириллице, потом была латиница, вот и Да, все. но вот почему говорят, что со времен Баграта абхазцы, если писали, то писали только на грузинском. Вот это меня так выбесывает. Вы себе представите. Вы знаете, на самом деле, я в этом ничего плохого не вижу. Ну, послушайте, вы знаете... Нах. Ну, что вы имеете в виду? Подождите. Когда мы говорим по поводу... Вы знаете, на самом деле, это такая избитая тема. Многие народы мира, то есть элита-верхушка, оно говорило не только на своем родном языке. Например, скажем, элита абхазской верхушки, абхазское царство, они говорили на греческом языке. Потому что дело в том, что Абхазия находилась в орбите христианской цивилизации Византийской империи. Согласна. Например, письмо абхазского царя Георгия с Николаем Мистиком написано на греческом языке. Вы скажите, кто этот Николай Мистик, чтобы знали. Это мы уже прикалываемся. Значит, Не-не, я-то знаю, но люди не знают, тут внизу пишут. патриарх византийский. Вот Да, вы знаете, византийский патриарх. Да, это не значит, что Георгий был греком. Абсолютно. Понимаете? Да. Это же не серьезно. Ну, послушайте, давайте я вам для примера приведу. Вот Лазика. Да. Знаете ли вы, что Лазика, который называется грузинским государством, за все свое существование, это несколько веков, в этом государстве не было не написано ни одного слова на грузинском языке. Ни одного. Почему? Понимаете? И поэтому вы знаете, просто люди, которые так рассуждают, это откровенно дилетантство. Или просто попытка перевернуть историю. Это больше, знаете, такой политический лозунг, и никакого отношения к истории не имеет. Вот и все. Понятно. Вот еще, знаешь, ну, к этому, что наши цари владели несколькими языками, это понятно. Даже у Баграта вот это что... Но слушайте, вспомните Ахматбея Чачба, последнего правителя Абхазии, он не знал хотя несколько языков. Он вообще, кстати, был полиглотом. Да, я в курсе. Это мы в курсе. Это они не в курсе. Да. Ну, тут, вы знаете, я думаю, что многие абхазы не в курсе, но он знал абхазский, мигрельский, грузинский, русский, османский, французский. Так что... Нет, я говорю, что вот Баграта монета даже там с одной стороны написано на грузинском царь Абхазов, а с другой стороны на арабском. Есть... Так, стоп, это не Баграт III. Баграт II. Баграт II. Это царь Абхазов из династии Леонидов. Дело в том, что очень долгое время считалось, что это монета Багратида. Да. Но в итоге два эксперта по нумизматике совершенно независимо от друг друга доказали, что на самом деле это монета Баграта из династии Леонидов. Ничего себе, это вот вы сейчас нам что-то... Это который в Эрмитаже лежит? В Эрмитаже который лежит, да? Да, да. Да. Это не монета Багратида. Ничего это себе. правда. Ну, мы так все знали так. А ты что, не знаешь про это? Это давно уже доказано, уже, господи, уже года 3 прошло с тех пор, как это было Ну, доказано. это вы знаете, а мы-то не знали. Мы не знали об этом. Я вам скажу, грузинский нумизмат, исследователь, Ага. и русский, и в России русский исследователь, независимо друг друга, доказали, что это не монета Баграта Багратида. А грузинского нумизмата фамилия какая? Давайте сейчас посмотрю, я сейчас не помню фамилию.
Вот у меня здесь книга этой, как ее, Талипа жена, что Сейчас, минуточку. у нее написано, что Потишвили, мне кажется, ее фамилия. Потылашвили, да. Это было такое мнение ошибочное, но оно опровергнуто уже. Было А мы такое не знали об мнение, этом. Сейчас, давайте открою. Озвучьте фамилию. Вот тут много с грузинскими буквами пишут, они смеются. Вот сейчас как они смеяться будут, и мы посмотрим. Ну, сейчас я их всех повыгоняю отсюда, и будет смеяться там. Не-не-не, пусть сидят, слушают, пусть сидят. Им некому это рассказывать. Они шашлычные истории слушают. Сейчас, подождите. Прямо я там пока человека найду. пусть послушают. Я пока найду. Так. Да, Так. Ну вот, там смотрите. Так, где-то авторы. Так. На территории Шамбана. Вот смотрите. Значит, эта книга, это было в 2012 году. Мгм. Слушаем все внимательно. Не так давно, в 2012 году, В.С. Кулешовым и параллельно с ним Г.И. Джапаридзе, Ага. Опа-на. исследователь, была проведена большая работа, в ходе которой анализу подверглись грузинские подражания куфическим дирхемам, которое позволило сделать чрезвычайно интересные для истории денежного обращения на территории Абхазии выводы. В своей статье о грузинских подражаниях аббасидам и о так называемом монете Баграта III из собрания Государственного Эрмитажа В.С. Кулешов в частности пишет: предлагаемая публикация основана на материалах одноименного доклада, с которым я выступил на конференции Минскабинету отделу нумизматики Эрмитажа. 22 ноября 2012 года, вскоре после этого, А.В. Акопян прислал мне копию, вышедшей в том же году статьи крупнейшего грузинского нумизмата Г.И. Джапаридзе, которая называется «Грузинские подражания аббасидским дирхемам и перетрубация серебряной монеты Баграта III». Оказалось, что на мои взгляды, на интересующий нас круг нумизматических памятников, в который входят малоизученные подражания серебряным монетам халифата, известны в специальной литературе как «грузинские», в кавычках, и уникальная монета с именем Баграта из Эрмитажного собрания полностью совпадает с выводом глубоко уважаемого Г.И. Джапаридзе и выводом его статьи. В чем составляют эти выводы, будет сказано ниже. И тут, значит, идет прочтение. Что там написано? Значит, написано там: нет Бога, кроме Аллаха, Он и один, нет ему сотоварища. Это написано на арабском языке. На грузинском языке написано следующее: Христе адиде баграти абхаста мепе. Христе возвеличь Баграта царя Абхазов. Вот. И значит, здесь дальше идет вывод о том, что на самом деле монета это принадлежит не Баграту, Багратиду, а из династии Леонидов. Кстати, если кому-то интересно будет, я могу в более такой короткой форме опубликовать статьи, что этого исследователя, что Джапаридзе, кажется, где-то есть по поводу статьи Джапаридзе. Тоже в Телеграме могу опубликовать. Так что Это не монета, последнее, гвоздик в крышку гроба их не будет. Обязательно опубликуй. То есть, ребята, российские и грузинские исследователи, независимо от друг друга, доказали, что монета якобы грузинского царя Баграта, якобы грузинского, которая хранится в Эрмитаже, это не монета Баграта Багратида. Это монета Баграта Абхазского царя из династии Леонидов. В 2012 году, сегодня на дворе 2026 год. Все, Всё. точка. Ты их убил. Да, смешки ушли. Вот сейчас на комментарии смотрю, ни одного смешка. Ну, подождите, а что есть, на чем тут можно посмеяться? Я просто не могу понять. Просто ученые раньше думали, что это монета Баграта III. Выяснилось, что это не так. Баграта абхазского царя, того же абхазского царя, просто из династии Багратидов раньше думали. А сейчас абхазского царя из династии Леонидов. Леонидов, да, вот и все. Вот и все. Вообще конфет. Но здесь, видите, надписи вот получается на двух языках. Грузинский и арабский.
Да. Да хоть на испанском. Не, ну, а почему на арабском? Это уже другой вопрос. Вот смотри, тут даже написано, что, значит, ну, там он пишет о том, что какие ученые думали, что это монета Баграта Третьего, ну, второго, если по-нашему. В соответствии с давней традицией, восходящей к Ланглуа, ну, был такой исследователь, и поддерживаемым Пахамовым, Капанадзе, Ленгом и некоторыми другими авторами, эти монеты приписываются Баграту Третьему из династии Багратидов и датируются началом XI века. Г. И. Джапаридзе переатрибулировал ее Баграту Первому, царя Абхазии, 880-890 года. Даты правления, значит, в литературе даются по-разному. Возможно, он правил в более ранние времена, с династии Анасидов. Все? Я вообще, знаете, я просто могу именно у меня есть вот такая замечательная книга, раритетная. Вот. После эту книгу не то, что грузины даже наши Абхазии не читали, потому что, к сожалению, это редкая книга, редкое издание. Я просто могу отсюда как бы сделать скан. К сожалению, насколько знаю, этой книги нет в интернете. Я просто могу просканировать и выложить у себя в телеграм-канале в Дампорте. Будем очень рады, честно говоря. Денис, Роза, вы подписаны на меня? сейчас. Нет, Денис, у меня новый телефон, меня ж долго не было, а я думала, я вас потеряла. А вот я вас... Ну, заходите, вставляйте собачку, пишите Дампорт, и там выйдет мой телеграм-канал. Конечно. Денис, вот сейчас, когда вот пока вас не было, я зашел на ваш этот стрим. И изменения вижу, и там и северокавказские народы, история их указана, и там и Чечня, и Дагестан, там отдельные. Я ни к чему это говорю. Это очень хорошо, вы молодец, потому что и заходя, смотря на свою историю, вот представители этих национальностей, они заодно и нашей поинтересуются. Очень правильный подход. Ну, конечно. Тут Пата пишет сказочник. Уважаемый Пата, я вас отправлю читать Джапаридзе статью. Подойдите к Джапаридзе, скажите ему, что он сказочник. Да. Джавахишвили там, Чикобава может тоже из могилы поднять. Ну, ну это же факт просто. Это же не я придумал. Ну, вообще, нумизматика не моя тема, я не могу эту тему лезть, потому что я специалист по нумизматике. У меня специализация вообще совершенно другая. Но по нумизматике это, я же говорю, это два ученых независимо друг от друга доказали, что это монета Баграта II из династии, Баграта I из династии Леонида. Вот и все. Причем тут сказочники, не сказочники? Потому что если вы книги не читаете, причем тут сказочники? Вы хотите сказать, что Джапаридзе врет, что ли? Не читают, они тосты слушают. Они тосты слушают шашлычных. Они тосты слушают. Всякие глупости говорят люди. Вот ты знаешь, вы знаете, я вам так скажу, они даже, вот что касается по поводу даже надписи в Гаркляне, поверьте мне, они не читали статью самого археолога, который эти надписи нашел. А там он пишет далеко не то, как здесь там грузины говорят. Статья есть на английском языке, идите читайте, кто знает английский язык. Вот и все. Тут, какие к нам претензии, я просто не могу понять. О, Денис, ты давно не был здесь. Очень давно. Времени не хватает. Вы знаете, иногда бывает, что знаешь, что там садишься где-то в такси или что-то, и говорят, это же мы вымыл там в ТикТоке. Я говорю, да. Она говорит, что-то вас давно не видно. Ну, времени на все не хватает, к сожалению. А мы только недавно вспоминали с Бельчиком вас. Думаем, где же наш Денис? Ох, как. Загюрих Зондес. Ну да. Жалко, что у нас не клонируют еще людей. Не говори так. Ты клонов Но сделай. наука абхазская дойдет до этого, что сейчас? Блажен, кто верует. Кстати, по поводу, что касается вообще вот монет, вот она, вот эта книга, вот она. Такая вот. Она вся, кстати, глянцевая полностью. О.
ты. Интересно. Раритет, правда, к сожалению, выпустили в очень таких тиражах, конечно, маленьком. Ну и вы знаете, с другой стороны, цена там тоже была. Но эту книгу я, правда, купил. Есть книги, которые мне подарили. Но вот там цена, конечно, была такая, если честно. Вот. Ну, что делать? Потому что... Вы знаете, хочется же иногда вот иметь какие-то интересные книги, какие-то раритетные. Я вот недавно даже, я не знаю, видел или нет, есть вот такая книга про Пицунду. Она вот такая вот. Я его выкупил в Ростове на аукционе. Хотя книга вышла в каком году? В 1980 году вышла вот эта книжка о Пицунде. Очень интересная книга. Вот я нашел на аукционе и в России выкупил. Один экземпляр всего лишь. Поэтому, ну, вы знаете, в советское же время у многих были библиотеки дома, и на сегодняшний день бывают такие моменты, не всегда, правда. Вот ты можешь случайно наткнуться на какую-то раритетную книгу, его продают на аукционе. Цена тоже, конечно, на аукционе, вам хочу сказать, ну, зачастую не дешевая. Вот, например, мне удалось на аукционе купить, например, вот эту книгу. Чтобы вы знали, кто не знает, вот эта книга, это автор Тинтилозов. Тут очень интересные материалы по поводу Новоафонской пещеры. Автор этой книги один из тех исследователей, который первым зашел в Новоафонскую пещеру, когда открывали пещеру. Вот. Тоже... Я вот тут отвечу, КСН написала, вот видно из Кикиляндии она, наука Абхазии и смешки. Смешки такие. Вы им книги показываете, они науку, видно, по-другому как-то изучают. Вот интересно, где они изучают науку? Вот то, что они изучают. В застольях, в основном в застольях, наверное. Пускай, вот если это касается монет, то пускай идут к Джапарите, читают его статью. Не будут они ничего читать, они читать не умеют, Денис, как они будут читать? Ну, ты знаешь, меня вообще некоторые люди вообще поражают. Они ни дня в своей жизни книги не читали по истории Абхазии, но по истории Абхазии не профессионалы. Они не знают истории Грузии, при чем тут история Абхазии? У них спроси, когда была эта битва какая-нибудь, Дедгорская битва, спроси, когда они троить начинают. Они сейчас быстренько посмотрят в этом в Джимини. Человек книгу в жизни не прочел, кроме журнала «Мурзилка», сидит, смеется над человеком, который книги показывает и факты показывает. Так, кто-то просится в эфир. Денис, Бзераумас, Денис, Бзерафимазиге. Узнал, надеюсь, по голосу меня? Да. Денис, как насчет того, что ты говорил? Какие там продвижения? То, что мы вот виделись на раскопках. Какие продвижения, что хорошего расскажешь? Куда прошел уже дальше? Давайте мы не будем с вами спешить. Еще раз? Сейчас я... Давайте мы не будем спешить. Какое-то сильное эхо идет, если честно. Там. Это брат ТикТок смотрит тоже параллельно. Приучается. Понятно. Ну, вы знаете, я с этой темой не раз сталкиваюсь. Значит, спрашивают. Ну, поймите, это все не так быстро делается. На сегодняшний день там обнаружено свыше 30 захоронений. Ого. Еще кое-какие материалы там обнаружены, я не буду здесь говорить. Это к нам приехали ученые, которые это все будут изучать, это будут исследовать, это должна быть научная статья. Поверьте мне, археологи вам так просто информацию не дадут, поверьте мне. Я же не копаю там копают наши археологи, ребята профессиональные. Я общался там с ними. Но я вам так скажу, во-первых, они должны закончить археологические исследования, потому что ты не можешь какие-то делать выводы, когда у тебя, еще не все закончено. Это наука, это археология, тем более это археология, это так просто все не решается. Если там какую-то статью пишешь, там, я не знаю, там по топонимике или там еще какая-то история, то там может в течение недели, там 2 недель написать. Это археология, они должны все это из земли достать. Потом будет исследование, будет анализы, если там какие-то надписи, будет чтение этих надписей, должен быть перевод. Потом они должны эту статью подготовить научную на эту тему. Потом эта статья должна выйти. Поверьте мне, это не так-то все легко делается, поэтому, что касается по поводу раскопок на территории Сухумской крепости, пока не ждите каких-то выводов.
Ну, это слишком рано. Там Я очень... понимаю, что хочется там быстренько все узнать. Узнать мне тоже много чего хочется, но это все не так-то легко на самом деле. Вот. Кстати, понимаете, там же они еще должны подготовить статью. Статья еще должна выйти. Потому что наши сборники, бывает, выходят. Этот сборник еще, его надо подготовить. Он должен еще выйти. Это же не так-то все легко. Вот вы знаете, давайте для примера. Все знают, да, на территории Адлера, ну, ныне уже Сириус, получается, находится местность под названием Имеретинская низменность. Да. Я написал статью на эту тему, откуда это вообще название взялось по документам. Потому что вот это мнение о том, что якобы это название появилось, потому что там высадился Имеретинский полк во время русско-кавказской войны, это неправда. Вот. Я доставал из архивов кое-какие документы, я написал статью. Я сдал эту статью в России, она это в России выйдет. Чтобы вы понимали, статья выйдет только в сентябре. А написал я эту статью вот в феврале. Поэтому это все, поймите, не так-то легко. Хотя это не про археологию, а про топонимику. Время, видишь? Все нужно время. И вы правы. Ну, конечно, на все нужно время. Вы же понимаете, если просто моя статья выйдет в сборнике. Когда публикуются сборники, вы знаете, например, я там написал в феврале, а кто-то не написал. Грубо говоря, он там написал в мае, кто-то в июне напишет, кто-то вообще в августе напишет. Это же надо собрать, это же не так-то все легко на самом деле. Поэтому не спешите с выводами. А то, знаете, какие-то такие мнения существуют. Вот там какая-то надпись, там вон. Потом же надо делать анализы. Эти монеты нашли, что там за надписи, кто там изображен. Это же так-то все легко. Потом это надо сравнить. Если где-то в мире есть схожие монеты, их надо сравнить, надо это изучить. Это же потом, вы же понимаете, что археологи сейчас наши заняты. То есть, вы понимаете, они должны закончить раскопки, полностью все закончить. Потом только перейти к изучению, к анализам, грубо говоря. Потом статью написать, потом его еще издать. Так что информация будет, наверное, только уже, скорее всего, может быть, в будущем году. Я я все-таки историк, я понимаю, мне тоже много чего интересно, но, конечно, я когда был, сейчас я общался с ребятами, какие-то мне интересные вещи рассказали. Вот. Ну, давайте мы с вами дождемся официальной информации. А я могу поделиться. И поверьте мне, там есть интересные вещи. Я думаю, это понимаете, они же археологи, они же ученые, они же тоже хотят какие-то открытия сделать. Ну, это нормально, это наука. Поэтому я ничего по этому поводу особо комментировать не буду. Давайте с вами дождемся официальных окончательных выводов. Дождемся статей, дождемся работ наших замечательных ребят. Там они прям копают, занимаются с энтузиазмом. Это наша история, это наша культура, и поэтому давайте ждать. Придется, в общем, ждать нам. Что вам больше могу сказать по этому поводу? А я могу поделиться, кому интересно. В Давай. 1993 году в Грузии открыли завод Кока-Колы. Вот там в раскопках римского периода у нас на набережной нашли бутылку с надписью «Сделано, произведено в Тбилиси». Кока-кола бутылку. Кока-колу нашли. Понятно. Археологическое открытие. Своеобразное открытие археологическое. Ну да, 33 года тому назад. Что-то там закопали или выкинули. Но это римский период, что вы хотите? Так академическая наука Грузии говорит в шашлычных барах и заведениях. Ну да. Так, что у нас здесь вообще происходит? Ой, Так. веселье по полной программе. Мы сейчас перешли к теме о том, что... то, что абхазцы не абхазцы, это понятное дело. Теперь мы перешли к тому, что вот... Сармат, у вас есть право модератора. Можете блокировать неугодных. И там, кто там глупости всякие пишет, удаляйте их к чертям. Не имею никакого желания здесь их читать и слушать. Да. Вот вы знаете, я у себя в Фейсбуке. У меня теперь строгое правило. Одно кривое слово в мой адрес или в адрес кого-то. Бан. По первые 2 дня человек 40 ушли. Теперь более-менее успокоились. Череда банов. Ну послушайте, почему я вообще-то должен слушать? Ну да. Согласна.
Вы знаете, я же себе не позволяю кого-то оскорблять. Вот вы знаете, вот очень часто, вот давайте для примера я вам скажу так, вот очень часто некоторые говорят, что вот абхазы там кого-то оскорбляют, согласен, такое имеет место быть. Но есть одно большое но. Это я без всякой субъективности. Абхазы в интернете нормально общаются. Приходят грузины и начинают абхазов на ровном месте оскорблять. И потому, естественно, что мы как народ эмоциональный, кавказский народ, естественно, что абхазы отвечают том тем же. Вот я вам скажу на своем примере. В Фейсбуке, в Ютубе приходят грузины на ровном месте, оскорбляют мой народ, оскорбляют меня, при том, что я себе никогда не позволяю кого-либо личностно оскорблять. Никогда. Вы знаете, ну, как бы все-таки я себе не могу такие вещи позволять, это во-первых. Во-вторых, как бы я эмоционально уравновешенный вроде бы человек. Но понимаете, ну вот на моем месте, будь бы другой человек, наверное, просто уже не выдержал бы, послал их бы на 3 буквы. И вспомнил бы великую могучую русский язык. Просто это факт, я на своем примере вам говорю. Люди приходят, начинают на ровном месте оскорблять. Неадекватные, реально неадекватные больные люди. Потому что я считаю, что нормальный человек, разумный человек, который себя считает взрослым человеком, себе такие вещи не должен позволять. Понимаете? Мы же все, слушайте, мы же с вами, нам же не по 10 лет. Правда же? Но когда человек приходит на ровном месте, начинает меня оскорблять, почему я это должен терпеть? Я в ответ ничего не пишу. Увижу одно кривое слово в свой адрес, я просто отправляю в бан без разговора. Вот и все. А остальным решать, нормально общаться или нет. Нормально не общаются, в бан уходят. И все, вопрос решен. Почему я должен ругаться, пытать свои эмоции на неадекватных людей? Это и есть. Алан пишет, я пошлю, в чем проблема. Ну, понимаете, Алан, ну, я себе такие вещи не позволяю. Мы же с вами цивильные люди. Правда же? Тем более здесь сидеть, поверьте мне, сидеть в интернете, оскорблять человеком, ну, это много ума не надо. Вот. Другое дело, что если вот так это было бы, это был бы другой вопрос. Ну, человек сидит там, я грубо говоря, за 1000 километров, что-то говорит. В чем смысл того, чтобы с ним сидеть в интернете и ругаться матом? Ну, в чем смысл? Ты себе теряешь время, нервы себе тратишь, а смысла в этом никакого нет. Вот и все. Ой, Господи. Ну, вы знаете, это адекватные, уравновешенные люди. Если люди неадекватные, ну, пускай там сидят в бане, пускай там, не знаю, с ума сходят в другом месте. Добрый вечер, добрый Денис всем присутствующим. Добрый вечер. Добрый. Денис, вот вы показали фотографии старые Илорского храма. Если честно, я там никакой разницы не увидел. Миша, Гагра, это ты, что ли? А кто это вообще? А тем более Роза почему вам запрещает разговаривать правду? Я? Да. Как вас зовут? Вот Денис говорил Ну да, про абхазскую Миша Гагра. письменность Миша, на грузинской Миша графике, Гагра, убери а его. Роза Убери его. запрещала ему говорить. Иди разговаривай с Ибрагимом Ягановым. Это твой уровень. Вот. Конечно, мой уровень герой. Вот больше герой, да, герой, который Вот, ваши уши как бусинки у себя на шее вешал, а вы его Батону называете. Господин, правильно я перевожу Батона слово? Вот такие господа, чтобы у вас всю жизнь были. Представитель, который ненавидит Абхаз. Он, кстати, считает себя абхазом. Говорит, что... Значит, что касается повода Миши Гагры, не имею желания с этим человеком вообще даже общаться. Угу. Ты посмотри, если он сюда пришел. Да, я так понимаю, что да, видимо, под левым ником, я так понимаю. Ну да. Не имею никакого желания общаться с этим не очень адекватным человеком, мягко говоря. Блокируйте его к чертям. Миша, привет. Лиц еще никогда не был так близок к провалу. Ага. Хотя бы Штирлиц, но это даже на Берия. Да, на Берия. Значит, он пишет, Пасынок Берия какой-то. не вывозишь меня. Значит, для особо, значит, объясняю, для меня есть несколько человек на той стороне, с которым
я не считаю нужным общаться. Понятно? Не считаю нужным, потому что на голову неадекватные люди. Вот и все. Вы не поняли, что вы не те люди, с кем я считаю вообще нужно вообще общаться. Это не потому, что у меня какая-то гордыня. Просто есть самоуважение к самому себе. Вы этого просто чего не поняли. Вы еще, видимо, мозгами не выросли. Вот ты посмотри. Хамчик, да, куарай дает. Добрый вечер. Добрый Формат. Я пішпо. Ну что, спал? Ты спал? Как дела? Се, хотя хуйчо хуйчла. Ацара катаха. Аусора. Так, издалека видел тебя в городе, так, спешил, Да? я немножко не подошел, да. Видимо, я вечно куда-то спешу. Я тоже бежал куда-то, да, не стал это тебе задерживать. Так, Денис. Я выйду, а то скажу, что я мешаю. Давайте. Хорошо. Роза, не покидайте нас, вы нам не мешаете, Роза. Вы нам не мешаете, с чего вы взяли, что вы нам мешаете? Миша, говорю, Миша, бля, хотел его ругать, сейчас не буду твой эфир портить. Послушай, ты мне скажи, Денис, вот Джавахишвили авторитетный ученый? Однозначно авторитетный ученый. Конечно, некоторые его предположения, гипотезы, высказывания не устарели. Потому что наука идет вперед. Но в целом и в общем это авторитетный, конечно, ученый, и многие его выводы, они верные. Но вы знаете, Ты мне скажи. кто без ошибки, как говорится. Не, понятное дело, сейчас идеальных нету ученых, это естественно, все люди могут ошибаться, конечно же. Конечно. Да. Вот это его гипотеза, что грузины более поздние поселившиеся на Кавказе, которые не имеют родственников в языковом плане, которые не имеют здесь как бы, не за что зацепиться в плане, что вот мы, например, имеем, правильно же, какие-то там, у нас есть адыги, у нас есть у чеченцев есть нанахские народы и так далее. Вот, а у них никого нету. Вот его теория, она насколько убедительна или нет, скажи, пожалуйста. Что они более поздние поселенцы на Кавказе, чем все остальные. Скажу вам так, Сарма, по поводу того, что у них нет родственных, если мы говорим именно о грузинах самих, картлийцев. Да. О том, что у них нет родственников, это неправда. У них мигрелы, сваны и лазы. У нас абхазы это абазины, кабардинцы и черкесы. Да. Вот, это Не, во-первых. я имел в виду, как тебе сказать. Понятно, что они... Саму семью языковую семью вы имеете в виду? Да. Вот это я имею в виду. Так дело в том, что ни у кого из народов Кавказа нет родственников. У нахадагов нет родственников. У абхазадыгов нет за пределом Кавказа родственников. Так и у картвелов нет за пределом Кавказа родственников. Ни у одного народа на Кавказе, если мы говорим картвельская, абхазадыгская и нахадагистанские языковые семьи, ни у одного из этих семей просто нет родственных народов за пределы Кавказа. Сама, видимо, отвлекся. В продолжение темы Джавахишвили, прихода мигрельцев на территорию современной Мигрели, что там до этого жили абхазо-адыгские народы. Да, он пишет, что там были заселены абхазо-адыгские народы до их переселения сюда. Как это вообще объясняется? Почему он такой... То же самое. Теорию, взял. Вы знаете, в чем проблема? Дело в том, что работал Джавахишвили никто не читал нормально. Я вам даже больше скажу, у него есть теория о том, что грузины пришли с севера. Такая гипотеза тоже была. Север это откуда? Я поэтому, вы знаете, выступаю против того, чтобы... Вы знаете, в интернете гуляют из рук в руки, как говорится, вот эти маленькие отрывки. Но если вы будете читать всю работу, вы поймете, что там все не так однозначно, как он писал. Не, понятно, это отрывочные моменты, понятно, что это там могут быть из контекста что-то может пропадать. У него были гипотезы разные, как южная версия, так и северная версия. У него были гипотезы. Откуда тогда название абхазо-адыгские в Западной Грузии тогда?
Ну, потому что на территории современной Мингрели, не вся территория, конечно же, когда-то в древние времена действительно жили абхазы. Вот. То есть, ну, не вся Мингрель это однозначно. Ну, какая-то, ну, примерно до реки Риони, наверное, где-то так примерно были абхазы. Но потом вы же понимаете, что движение народа происходило то в одну сторону, то в другую сторону. Например, давайте вспомним, это было вот буквально в недавнее время с точки зрения истории. Давайте для примера. На территории Восточной Абхазии имеются мингрельские названия. Откуда они взялись? Потому что в конце 13 века представители рода Даниани захватили земли почти до Сухума. Ну да, они 200 Потом лет, да, произошла- по-моему, да? Да, потом 200 лет, произошла... Да, смотрите, в конце 13 века, начало 14 где-то в этом промежутке, вот почему на многих картах Восточной Абхазии указано как Мингрелия? Не потому, что это была исконно мингрельская земля, а только потому, что эта территория была захвачена мингрелами. На тот Поэтому, момент была, например, да, на тот момент, да. Поэтому, например, скажем, в Адзюбже есть река с названием Цкургиль. Ну, это же мингрельское название. Да. Это о чем говорит? То есть они в конце 13 века, в начале 14 века захватили эти земли и частично эти земли освоили в этническом плане. А в 17 веке произошла реконкиста, то есть возвращение этих земель в лоно абхазского государства, будем так говорить. Территория Восточной Абхазии – это территория древней Апсилии, когда-то древнего абхазского царства. Вы понимаете, что то есть это произошло за какие-то там века. В принципе, двинулись сюда немножко этнические, потом сдвинулись туда. Поэтому то, что название там где-то, я вам даже больше скажу, в Мингреле есть топоним на Абхазу. То есть место, где раньше жили абхазы. Или бывшее место абхазов. Такой топоним тоже сегодня в Мингреле. Кстати, об этом написано в исследованиях грузинского исследователя. Ну, как бы поэтому... Они, наверное, знаете, вот это берут за основу, что в 17 веке мы спустились. Да, я вам скажу, Сгор. на самом деле... Вот на это самом деле, короче, херня. Да. Я вам скажу еще раз. Это вообще на самом деле давно известный факт в науке. Просто люди книги не читают. Вот запомните, в конце 13 века, в начале 14 века мингрельские дадияне захватили земли древней Апсилии, до Сухума захватили. Потом граница сдвинулась к Кадору или Кодро. Потом граница сдвинулась к Ингуру, потом к Алдзге, потом опять к Ингуру. Да. Вот и все. Это просто были межфеодальные войны между представителями рода Дадияни и представителями рода Чачба-Ширвашидзе. Да. Я вам даже больше скажу. В абхазском языке и даже в абхазских сказаниях, преданиях память об этом сохранилась. Это все даже было записано в свое время. Я вам даже больше скажу. Например, вот название, скажем, в советское время на территории Абхазии был такой топоним, как Генцвиз, если вы слышали, Кадорское ущелье. Вот изначально, на самом деле, это грузины его переделали в Генцвиз, а звучал на самом деле топоним как Адьяни Цыш. Или Адьяни Цвыш, так это написано в источниках 19 века. То есть, почему? Адьян по-абхазски это Дадьян, и Цвыш это его пол пограничный. То есть там была война между Амрщином и Дадьянами, и они дошли до этого места и кол поставили погранично, поэтому Адьяни и Цвыш. Например, если вы будете читать сказания абхазов, там есть воспоминания об этом, что Адьянан Ачба Кукурцит, нас Ачбана Дьян Дукурцит. То есть пришли, буквально это коротко я пересказываю, пришли дадьяновцы и ушли чачбовцы. Но потом пришли чачбовцы и ушли адьяновцы. Или дадьян. Да. Но я говорю, просто люди не читают книги, в этом вся проблема. Ну это все тонкости, понимаешь? Это нам надо знать, это им, понимаешь? Для них это неинтересно, для грузинской стороны. Там другое у них, понимаешь? У них отрицание полностью абхазов. То, что мы... Почему они говорят сейчас, что абхазы, это не абхазы, мы грузины, потому что это слово... все глупости. Да, вот слово Абхазия, его же никуда не денешь, Денис. Понимаешь ты, Абхазия же существует. Теперь надо нас оторвать от этого названия. Как это сделать? Что Абхазы это грузины,
А это мы, Апсо, короче, это другие, вообще другие люди, понимаешь ты? Вот Я что вам происходит. даже, Самат, я вам даже больше скажу. Я вам сейчас даже больше скажу. В Грузии в свое время издали работу по поводу касаемого Дадьяна. Есть книга о жизни Ливана Дадьяни. Эта книга написана на грузинском языке. О существовании этой книги абхазы практически не знают. Я думаю, что и грузины об этом не знают, подавляющее большинство. И там автор приводит полную биографию, вообще всю жизнь Ливана Дадьяни, когда он был ребенком, мать, отец, кто они, какая его жизнь была политическая, как он боролся с американцами, с гурийцами, с абхазами и так далее. Так вот, даже по поводу вот этой стены, Великой Абхазской стены, якобы, которую он построил, я вам даже больше скажу, такую же схожую стену и такие же крепости он на основе более древних построек настроил деревянные против эмеретинцев и против сванов. Да. Понимаете? Вот. Надстройку, правильно сделал? Надстройку. Да, то есть на основе более древних построек он надстроил, ну, в свою эпоху более, ну, деревянные, больше не каменные, деревянные. То есть такую условно стену он строил против абхазских феодалов Чачеба, против сванских феодалов и против эмеретинцев. Это все давно написано. Но, извините, если люди не читают книги, что надо теперь делать? Вот. Кстати, есть такой, я насколько знаю, к сожалению, уже умер, я насколько вроде бы, если я правильно помню. Был такой Тамаз Берадзе. Вот. У него еще есть работа Тамаза Берадзе, называется «Из политической географии Одыши». Есть такая статья. Есть другой еще материал по поводу жизни Ливана Дадьяни. Вот. И там много чего интересного на самом деле написано по этому поводу. Поэтому это все, вот то, что вы сейчас говорили, это не более чем политический лозунг, и никакого отношения к истории не имеет. То есть Дадьяни латал просто эту стену, грубо говоря. Да. Пользовался, Он пользовался. Вы знаете, я сейчас сделал запрос у лингвистов, знатоков грузинского языка. Мне будут делать перевод работы Тамаза Берадзе. О, хорошо. Я потом постараюсь опубликовать. Там, правда, страниц много получается. Не знаю, как у меня это получится. Или частями публикую в Телеграме. Ну, не в самом канале со ссылкой на статью большую. Сделаем перевод. Обязательно будет. Я думаю, будет много чего интересного. Что касается по поводу работы самого Ливана Дадьяни, там, правда, целая книжка. Сделать все перевод, я боюсь, не получится. Это просто большие деньги. Ну, тысяч где-то 50, наверное. Ну, это надо у правительства нам взять. Пускай выделят. Не говорите мне про правительство, пожалуйста. Я с этим уже сталкивался. Знаешь, давайте обойдемся без наших чиновников. Не имею никакого, у меня надежды на них никакого нет. Ну, я поняла, я тебя услышала. Не буду говорить. К большому сожалению, наука наша находится... финансирование науки находится на очень низком уровне. Поэтому лучше сейчас своими силами это сделай. Ну, сколько ты будешь своими силами? А то вы знаете, потом еще будет говорить, вот, там Денис взял деньги. Денис, тебе уже пора жениться. Когда клон будет, конечно. Конечно. Обязательно. Твой ум и твоя голова должна передаться кому-то хорошему. Вы знаете, я вам так скажу. Все то, чем я занимаюсь, лично Денису Гопе это вообще не надо. Но это надо просто для нашей истории, нашей историографии. Мне это лично вообще не надо. То, что я знаю, мне вполне хватает, поверьте мне. Ты знаешь, это нужно нашей молодежи, чтобы она понимала то, что было пройдено нашим народом, и как, и что. Потому что вот иногда я слушаю в ТикТоке, мне, конечно, больно, насколько они много
Да, я вас понимаю, Роза. Что касается повода вот этих утверждений грузин о том, что якобы Абхаз не Абсуа, не надо с этим спорить. Это глупость полнейшая. Вы просто спорите с чушью полнейшей. Ну, это ужас. Просто кто вам такое скажет, просто посмейтесь над этим и закройте тему. Нет, Поверьте, Денис, знаете, в чем дело, Денис? Вы не должны, подожди, вы не должны, понимаете, когда вы начинаете с этим спорить, вы уже позволяете какие-то сомнения на эту тему. Поймите вы это. Это неправильно. Вот в чем проблема. Денис, Вы понимаете? да, могу я вот выскажусь? Вот сегодня, буквально часа 2-3 назад, захожу в стрим, чеченцы рассказывают о том, ребята сидят, да, как русские воевали в Абхазии и выгнали оттуда грузин. Ну, стоять, сидеть и слушать вот такое. Мы это говорим не для наших, мы это же рассказываем. Когда другой, вот в основном кавказские народы, я хотел, чтобы слышали эту правду. Когда Я тебе кавказские объясняю, народы что надо слышат делать. вот эту чушь, а ты, не зная истории, всех народов историю знать невозможно. И не зная, Да, да. ты чушь, когда слушаешь, и ты думаешь, вот это вот так, и в противовес ты правду не слышишь, то это Я тебе объясню, мы проигрываем я тебе тогда в объясню, что этом. я тебе объясню, что надо делать. Надо создавать информационные площадки на Ютубе, в ТикТоке, в Телеграме, продвигать свою, не с вот этим опровержением, а говорить о своей истории на основе документов, материалов. Это надо делать. А то, что ты сидишь с грузинами споришь на эту тему, ты просто подливаешь масло в огонь. Поймите вы это. Денис, не все мы обладаем хакерскими способностями делать видео Но и вы все знаете, такое. если я Каждый вам на так что скажу, угораст. Кто может, я пусть понял. делает. Каждый Но на вы что знаете, угораст. я некоторым абхазам вообще не рекомендую заходить в ТикТок. Потому что они тоже начинают говорить глупости. Да, Если это ты тоже знаешь, бывает, лучше бывает, помолчать. бывает. Понимаешь, в чем проблема? Вот и все. И узым девазари у Мухаммад у Газахот. Абсолютно согласен. ورسيخو سمبوز نزل تعالوا بيزر وحطوا خيلة قول يا شخص Согласен, Денис, с этим يوزم согласен. بالوازر اش تخنوا وابخي معنا وهم ودرسيخو از يجابخي تخزام ابيت الطوب ناس سي لسكا ويت درربية درقار تخوب اكرت ساش ياشم ربوت ياشمي Мгм. аха уара они уара урчагыла на кануху юхоги и шухушаги хаги кухоп они акануху они юхо химпяугуги кухаз зароба юка он брёква дырыс юхо. Я шуб Денис абшерм хая ктел шок тагубха. Я халшок бушека хочу ахтала бгето. Аги. Если что, видите, кто, как я говорил, хакерскими способностями обладает, пусть снимают ребята, студенты, молодые, время имеют, пока не семейные. Вы пускайте Никол, в месяц у вас по один день, по одному видео в день, говорю, в месяц хотя бы. Апсуахах нико ам дыроб ацацрахтак сам. Денис Сызлахов шобрала тиктока, что? Хагулацар харацки схарегил. Хатаурых гяхдырот, дрдгяхдырот, ахтоком. Понимаете, просто есть, поймите, мне как историку, да, есть вот это же информационное поле, да, где мы с вами все как бы присутствуем, но в этом информационном поле тоже нужно уметь преподносить информацию. Должны быть книги, должны быть материалы. Человек, когда что-то говорит, он же должен что-то опираться, правда? Я вот сейчас вам говорю, что монета Баграта, которая считалась Баграта III, оказалось, что монета Баграта из династии Леонидов. Тому есть подтверждение, тому есть исследование уже. Это факт просто, ты не можешь с этим спорить. Эта наука идет вперед. Если мы в чем-то могли раньше ошибаться, сегодня, вы знаете, в Бахе что-то может открыться новое, и наше мнение о прошлом, оно может измениться. Это нормально. Это нормальное явление. Вот это, знаете как, помните эту историю, давайте так, для примера. Раньше считалось, что название Аква связан с сероводородными источниками. Но так писали некоторые историки. Но вы же понимаете, что не все историки лингвисты. Человек, не зная, ну, будем так говорить, лингвистику немножко, да, вот законы языка, он так предположил, и это потом пошло-поехало, да, оно вот кочует. Вы знаете,
Это не только в Абхазии, вообще как у историков, да, какая-то версия, она может кочевать из книги в книги, из книги в книги. Вот и так это тиражируется. Но сегодня мы уже знаем, что слово «алха», оно никак не связано с водородным источником, но оно связано со словом «хапла», что означает крепость с абхазского языка, а конкретно это связано с той крепостью, которую мы с вами называем ошибочно крепостью Баграта на северо-востоке Сухума. Это нормально. Что там может меняться? Это же наука, что, как любая другая наука, историческая наука тоже не стоит же на месте, правда? Вот и все. Да. Наука тоже иногда может ошибаться. Правда же? Ну, слушайте, знаете, как там говорят, помните, ошибается тот, кто ничего не делает. Вот. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот. Просто держим это тоже правило в голове. У нас же появляются какие-то новые источники, новые материалы. Вот вы знаете, например, честно вам скажу, мы когда занимались переводами европейских источников, я вам скажу, вот, например, есть такие карты, просто для примера. У меня, я например, сталкивался, есть такие карты, скажем, где вот территория там Южного Кавказа указана как Джорджия, большими буквами. Я не понимал, почему. Грузия. Но там еще маленькими буквами отдельно указано государство Грузия, там Абхазия, там княжество и так далее, Мингреля. А в итоге выясняется, что по терминам Джорджия до перевода, когда мы перевели эти источники, мы поняли, что по словам Джорджа, на самом деле, тогдашние путешественники имели в виду немножко другое. Понимаете? История с Испании? Немножко это что? Нет, там другая история. Я написал статью, постараюсь потом публиковать на эту тему. Так что, понимаете, это нормально. Сегодня было одно мнение. Вот вы знаете, мы иногда опираемся, вот даже в Абхазии, в Грузии это бывает, да? Мы иногда опираемся на какие-то там материалы, которые вам вышли в 19 веке. Но вы же понимаете, что с 19 века прошло десятки лет, слушайте. Наука пошла вперед, какие-то вещи опровергли. Понимаете? Поэтому надо это же понимать. Это знаете как, иногда вот давайте для примера, у меня недавно в Фейсбуке ко мне пришел какой-то там грузин, и мне пишет, что слово Чимитакваджи на территории Касахского края, якобы это мигрельское название. Вот. Но на самом деле это же черкесский топоним. Есть Саветакваджи, есть Чимитакваджи. Но Кваджи с черкесского это село, поселение. То есть село рода Чермитовых. Цурмитукваджи, так это звучит на самом деле на черкесском языке. Поэтому надо понимать такие вещи. Вы знаете, когда человек не знает, совсем не знает азы истории, конечно, он будет всякие глупости говорить. Тем более вы же понимаете, что из-за того, что мы воевали с грузинами, из-за того, что грузины проиграли, вы эту всякую чушь, что они говорят по статусу, что они абхаз, это чистой воды политический лозунг, и никакого отношения к истории вообще не имеет. А слово совсем. Про это запомнить всем. А то, что кому-то это что-то, если что-то кому-то это не нравится, знаете, это их личные проблемы. Вот и все. Черноморец, аул Чермитовых. Аул Чермитовых. Денис, а вот Миша, вот с кем разговаривал, да, он же, так, если честно говорить, это глупость. Все, что он говорил, все, что он произносил, это я не имею желания общаться, он тоже говорит, понимаете? Я не считаю, что... Послушайте, я считаю, что мне с ним не о чем говорить, с этим человеком. Я с ним не буду разговаривать, извините. Я не хочу опускаться до такого уровня. Вот и все. Нет, оставьте про него понятно, я имею в виду вот его собеседника. Я о нем не хочу говорить, я не хочу опускаться до такого уровня. Вот и все. Поймите вы это. Его присутствие уже оскорбляет. Не говорить, да, действительно, его присутствие уже оскорбление. Одно присутствие, это уже как оскорбление считается. Я же говорю, я до этого уровня не буду опускаться. Да не, это бомжара, слушайте, вообще с ним не о чем говорить. Вот. Дайте закроем тему. Да, это оставьте его, я вас прошу, это Агунтов, это с ним о чем говорить. А мне глаза сосать. Это необразованный дебил, блядь, с кем о чем говорить, слушай. О чем вы говорите? Вот так.
Вот пусть такие тоже будут, надо, чтобы видели наши, с кем вообще имеют дело. Он Да. обнажает все. Ich bin Herrn. Нас Джокоби нас бенфирас живет. Ходи по хуца зароб. Они уже Конечно, надо. Что аби узачавиша гекопами. Слушай, Ой, человек- Денис, готовься к отдельным отрывочным, что ты не имел в виду, но отрывочным фразам твоим готовься. Но я, ну, слушай, господи, я к этому привык, и поэтому как-то я... Вы знаете, некоторые там, ну, они же иногда бывает вырывают из контекста какие-то мои слова, значит. И тут, знаете, некоторые говорят, ну вот там, Денис, ты что-то там сказал, вот это там, я, слушайте, я говорю, не обращать на это внимания. Вот и все. А то, что они там что-то записывают, это, вы знаете, это ущербная психология у человека, вообще у людей. Вот я себе такие вещи никогда не позволяю. Вот вы где-нибудь видели, чтобы я, Денис Копья, заходил к кому-то, кого-то записывал, выставлял в ТикТоке или в Телеграме, или там в Фейсбуке. Я себе такого никогда не позволю. Я себя уважаю как человека, поймите вы это. правильно. У меня есть чувство Он, слушай, респекта и Денис, самоуважения. да, Я Денис, себе никогда такие вещи не позволю. этот что, человек, если кто-то опускается до такой планки, ниже плинтуса, ну и извините, это уже его личные проблемы. Это он последний опускается, странно. знаешь, до каких вещей? Детей, жен, знаешь, вот фотки У находит, людей, что-то пишут. ущербная психология. Вот и все. Звонят. Это такое делает, унижены, не хочу здесь женщина сидит, не хочу, короче говоря, ему давать оценку, как она есть. Кроме там таких слов, ничего не подходит. Это униженные, выгнанные, понимаешь, люди, с которыми скитаются. Они, короче Ну, я говоря, у них вот этот комплекс неполноценности. Понимаешь ты, это Да. не надо с ними Поэтому- общаться, разговаривать. Таких только ругать надо, материть и все. Никакой культуры с ними не надо проявлять. Да, Да. они не заслуживают этого, слушай. Понимаешь? Вот меня Поэтому- бесит там. Лобзаются с ними. О чем с ними Да. что можно вообще говорить? Поэтому нет смысла общаться с некоторыми А на той стороне. это Ибрагим, короче говоря, он вообще Доставь его клоуном. вчера был. спрошу. Сармат, Вы знаете, вы Сармат как- по-братски. вы как Вот ветеран. ты старше нас, за него вообще давайте не будем вспоминать. Это Депсит клоун, он умер. Вот там клоун. депсит пусть он умер. Я что за что говорю? Призываю вот здесь абхазцы, что есть, что нас слушают. Не заходите на эти стримы, не делайте им как это называется, не знаю я да, не надо им массу там Рейтинг. создавать, короче говоря, да. Пусть они сами себя вон там утешают, пусть он клоун, он никакой не герой Абхазии. Мы с ним, время придет, мы просто не будем уподобляться ему. Он опущенный человек. Время придет, мы с него спросим за это то, что он делает. Мы его лицом к лицу, мы с ним встретимся. Не Вы надо знаете- заходить, не надо вопросы знаете, ему никакие Сармат, задавать. Вот и все. Вы у нас, вы у нас как человек старший, я младше вас и младше этого человека, и не буду давать оценку. Я Каждому имею право. Всевышний Я каждого имею право, рассудит. Денис. Ну, вы имеете Денис, право. я Конечно, я могу ему оценку дать. Да, я имею право. Я пацаном был вообще ребенком, понял, на войне. Я могу ему в лицо говорить то, что я считаю нужным, понял? Он для меня никакой не герой. Все, это то, что было, все это было. Он это перечеркнул, все, он уже все уже убрал это. Время придет, мы не будем на государственном уровне опускаться до его личности. Я считаю, нельзя вообще внимание на него обращать. Но мы простые люди, да, граждане, мы имеем право говорить, понимаешь ты? Вот я говорю, он клоун, все, он уже никакого мужского ничего не имеет, все, потерял как человек. Вот и все. Это то, что героизм был, он его все перечеркнул своими действиями. Хотя он их убил немало, понял?
Но они такие люди, даже со своими, кому кто им головы резал, они с ними готовы, понял, за стол сесть. Это вот такие люди. Лишь бы навредить кому-то. Абхазцы такое себе не позволяют. У кого там шум? Я не могу разговаривать. Да, какой-то шум, да, очень сильный идет. Шум у кого? Ай, так что, ладно, не порти себе нервы в этом Не, я смысле клянусь, я никакого нет. спокоен. Это, короче говоря, для меня вот такие люди, он уже умер для меня, он просто живой труп. Я с большим уважением ко всем относился, кто приехал сюда в трудную минуту, встал с нами. А кто потом это все перечеркнул своих братьев здесь погибших, с кем он воевал, которые, он говорит, я абхаз, говорит по происхождению. Ну Не да. надо, слушай, себя абхазом называть, слушай. Понимаешь, или кем-то еще там. Не надо. Ты кто есть, уже мы знаем, кто он такой. Вы знаете, Сармат, просто мое мнение, что если даже тебе что-то не нравится, из уважения тем людям, которые действительно не дожили до наших дней, если даже тебе что-то не нравится, нужно просто поступить по-кавказски, достойно, промолчать. По-мужски, по-мужски. Да. По-мужски просто, А, да. а то, вы знаете, такое ощущение, да, возникает, что это не только, ну, что не говоря вообще, Да. такое ощущение возникает, что людям на это ловит некий хайп. Это стыд и позор, я вам хочу сказать. Слушай, он Вот я деньги, просто как он молодой деньги человек вот это зарабатывает. смотрю, и мне Да. очень неприятно, если честно. И он деньги зарабатывает. Послушай, Денис, знаешь, какая, я тебе что скажу? Вот он, ты понимаешь, ну, просто вот слов нету, понимаешь, мне вот за него, мне обидно. Вот за него, он свои труды, то, что он здесь пропотел, кровь проливал, взял, в унитаз все слил, понимаешь ты? Ради чего? Ради кого? Слушай, я не говорю, Денис, что мы идеальные, понял? Идеальных не бывает. У нас есть ошибки, которые мы сделали, там, Да. допустим, где-то что-то промазали, да? Но мы всегда искренние, мы всегда открытые, братан. Если мы ошибаемся, мы это признаем. Понимаешь ты? Если тебе кто-то здесь чем-то обидел, кто-то что-то не так тебе сказал или сделал, ты зачем на весь народ, короче, проецируешь эти вещи? Кому он здесь нам указывает, что нам делать, как нам делать, кому рот здесь затыкать? Понимаешь ты? Он вообще погнал, понял? Погнал этот человек. Ну ничего, ответ все будут нести за свои дела, за свои поступки, за свой язык. Понял? Мы здесь, где мы находимся, у себя на родине, понял? Абхазия принадлежит абхазскому народу. Я не имею в виду именно абхазцев, а народу Абхазии. Я говорю, кто под нашим флагом стоит, любой национальности, эта земля ему принадлежит. Понимаешь ты? И все, на этом точка. Никому здесь доказывать. Просто я понимаю, здесь ребята есть наши, они вот получают удовольствие от того, что они доказывают, вот, допустим, вот, ну, меня зовут там, допустим, Вася, да? В паспорте написано. Я что, должен кому-то это доказывать, что я Вася? Объясни мне. Ну нет, конечно. Ну, это же глупость, понимаешь ты? Ты доказываешь человеку, который отрицает, короче говоря, ну, реальность, параллельно реальности живет. Они, смотри, что сделали, Денис. Они на лето ученикам дали задание, Да, я видел, кстати, читал. да, как я вернусь в Абхазию. Ты понимаешь, они детей отравляют уже с детства. Понимаешь ты? Ну, ребенка отравляют они. Вы зачем это делаете? Вы хотите, чтобы они тоже пострадали, когда вырастут? А? Абхазия Видимо. всегда будет принадлежать абхазскому народу. Никому она больше не будет принадлежать. Понимаете вы? Вот и все. Какого-то они придурка там приводят, который уже опустился ниже плинтуса. Понимаешь ты? Какой-то там, как его, Буава с лицом десантника, короче говоря, там что-то вещает. Это дебил, бля, ёб твою мать. Знаешь, башмак, блядь. Понимаешь, они, хватит уже, слушайте, успокойтесь. Один раз дали по шее, 2 раза дали по шее. Сколько раз хотите, чтобы вообще развалили ваше государство, что ли? Живите мирно, мы к вам не прем, не хотим от вас ничего. Уберите свое высокомерие, вы такие же люди, как и все, вы не выше кого-то.
не ниже кого-то, понимаете? Очень творческие люди поют, танцуют, хорошо пишут, там стихи, актеры хорошие. Ну, все, на этом все. Мы это самое. Нам что от этого? Высокомерие мешает, высокомерие. Понимаешь, я вот смотрю их, вот эти обозреватели, там они собираются, вот по Ютубу я смотрю, сейчас имена не буду назвать, чтобы им рейтинг не делать. Ну вот, понимаешь ты, вот как будто бы ничего не было, понимаешь? Самоутешение. Вот знаешь, они вот свысока, вот понимаешь, вот свысока, они кто такие, там мой паспорт моей собаки, мол, выше котируется, чем ему. И после таких слов они хотят, чтобы мы с ними, короче говоря, уважительно и хорошо абхазцы разговаривали. Вы что, не знаете абхазцы, кто такие, что ли? А? Что абхазец за метр земли, блядь, голову отрубит нахер любому, понимаешь? Они что-то не знают, что ли? Салман, кто такие абхазы, знали старые грузины. Да. Да, а сейчас они не знают, которые с нами вообще даже в лицо не видели абхазцев, понимаешь, никогда. Нет, слушайте, нет, господи, нет, абсолютно нет. Поэтому призываю нас, абхазцев, не ходить к ним на стримы, не делать им рейтинг. Тем более, когда придурков он приводит туда, опущенных уже, понимаете? Не нужно этого делать. Он уже все, он сидит, отрабатывает, а наши бедолаги нервничают, начинают что-то писать, что-то доказывать. Вот ты на черное-белое будешь говорить, они тебе, блядь, унизят там. Понимаешь? То есть Лучше- наоборот, они будут лучше- черным-белым называть и будут тебя унижать. Лучше в это время какую-нибудь книгу взять и почитать по истории Абхазии, это будет полезнее. Да. Они Это не график. надо, да, настраивают молодежь, понимаешь, они здесь могилу свою найдут, еще раз сюда дернутся, мы уже вас всех перебьем здесь, кто сюда ногу свою поставит. Никого не отпустим уже, пощады не будет. Лучше давайте как соседи разговаривать. Я знаю, что запишут вот это все, пусть записывают. Что-то в последнее время они вообще раздухарились там, понимаешь ты? Что-то их там волновало, вот это то, что там, вот этот в Осетии, что Осетия. это сделали сейчас, вот это, да. Осетия. Они взбудоражились, понимаешь ты? Они понимают, к чему это. Понимают. И все. Ну, И как, послушайте, блядь, это, знаешь, осетины хотят быть со своими осетинами. Так что... они будут, рано или поздно, это дело времени ближайшего. Они будут. Они к этому стремились с 90-го года, чтобы соединиться, чтобы общую Осетию сделать. В каком виде? Это уже они сами как посчитают осетины. В таком виде Это они их будут. дело. Они на это Это право их имеют. дело. У нас свой путь. Мы Да. свое 2000-летнее стремление к независимости, мы его будем добиваться. Маленький мы народ или как средний народ, это никого не должно вообще волновать. Понимаешь ты, мы свою историю имеем, глубокую, древнюю, это никто никуда у нас не отнимет. Ну вот, пусть смирятся с этим. Будем как соседи, ради Бога, пожалуйста, у нас здесь есть коммуникации, можно все быстро восстановить. Пожалуйста, как добрые соседи, да, а вот так вот сверху говорить, мы придем, мы убьем. Кого вы убьете? Абхазцев вы убьете? Ну давайте, пожалуйста. Мы здесь, мы у себя дома находимся. Они не Да будут уж. убивать. Меня знаешь, что больше всего убивает? Вот когда они А. говорят наши Просто дома. громче, Роза, громче. Когда они говорят наши дома. Слушайте, вы наших людей убили. Вы Да, и вот у нас братья мои похоронены, они дома переживают. Из 8 человек у меня в семье осталось 2, и глухая мать на нервной почве. Вы о чем говорите? Они даже, ты понимаешь, я извиняюсь, что на ты, они даже не говорят наши погибшие ребята, они говорят наши дома. Слушайте, вы вернулись туда, откуда вас привезли. Все, вопрос решен. Да. Я своего брата 19-летнего потерял, по который еще жить только начинал. А он о доме думает. А у нас вообще в семье есть человек, Да. который кого-то не потерял? Это их 5 миллионов, там какой-то процент потеряли.
А у нас... Вот эти миши всякие, вот эти вот, блядь, нечисть, ёб твою мать. Заходит и Денису задает. Ты кто такой вообще? Да. А это все, это вообще тварь бессовестный, вообще это, я такого вообще человека гнилого, я клянусь, вот я уже сколько прожил, вот такую нечисть я не встречал еще, вот такую нечисть. Понимаете? Был Вот Сармат, такого был человека. такой, Берия его звали. Просто это шапка, Я- просто пониже. я Вот не бериевская хотел. порода это из таких. Вот еще один, вот видите, вот Миомари, что пишет, видишь внизу? Вот еще один нечист пришел. Сейчас я кстати, у тебе тебя, тоже, найду. у тебя тоже модераторство есть. А я не Давай умею кто? пользоваться. Я же говорю, хакер плохой из меня. Так что убери. Вот еще один опущенный пришел. Поэтому всех призываю, не ходите к ним, не общайтесь, не надо им давать возможность вообще что-то делать, кроме того, что они опорочат, а какую-то подлость сделают, вот здесь, я имею в виду в ТикТоке, и они ни на что больше не способны. Не надо. Я присоединяюсь к словам, особенно когда вот этот Яганов выступает, я не хочу лишний раз даже имя его называть. Вообще слова не пишите, не заходите, не читайте, не обращайте внимания. Так. Вообще не заходите к Яганову, к Мише понятно это уже. Я говорю, это клоун, он уже все, это не тот человек. Знаешь, просто многие не знают, по инерции думают, боют жир, что-то Ари уже, да, все уже. Ой, он уже его нету, забудь, этот человек умер, который был Ага, да, раньше. на этом он себе имя хочет сделать, сидя там в Европе. Да не надо ему имя, не надо делать рейтинг, я за это говорю. Да, не надо вообще заходить, писать даже не надо, слова не пишите в Человек. комментариях. Выходите, другой стрим какой-нибудь, заходите, выходите. Человек, который к этому Михуилу заходит, как нормальному человеку, вообще, который, это вообще, это только мать. Ладно, народ, Ребята, мне уже пора выходить. А. ай-яй. Вам всем я желаю доброй ночи. Берегите себя. Денис, почаще Вот. подписывайтесь. Но читайте в Телеграме больше. Хорошо, я сейчас подписываюсь. Все, за Гацхалпфайт. Дениска, давай, братишка, давай. Лишнего. Зря не нервничайте, в этом нет никакого смысла на самом деле. Абсолютно я спокоен. Вот. Я Я у себя дома. рекомендую, чем вот это с ними сидеть, лучше там, не знаю, там, пойти прогуляться, кофе выпить на набережной Сухума, там, не знаю, книги почитать. Это будет намного полезнее, поверьте мне. Все, ребята, вам всем удачи. Всем тем, кто нам, абхазам, желает добра, я вам тоже так же желаю всем добра. Ну, а тем, те, кто там всякие глупости пишет, тех, кто нас не любит, нас всех с вами, в общем, там есть Всевышний, он во всем разберется. Обзирайся, Аладзиги. Обзирос.